служби Міненерго. Тепер національна енергетична компанія «Укренерго» може приєднатись до міжнародного Селям алейкум, харлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события на 62-й день войны, героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. С нами сейчас на прямой связи Одесса, військово-політичний аналітик, пан Олександр Коваленко. Пан Олександре, витаем вас. Селям алейкум. Добрый день. Добрый вечер. Пан Александр, какая последняя обстановка в Одессе? Расскажите, пожалуйста. Ну, основная сейчас у нас новостная волна идет не столько из самой Одессы, сколько из пригородов Одессы, из Одесской области, непосредственно, как известно, уже по мосту в Затоке. Это Белгород-Днестровский район, был нанесен ракетный удар российскими оккупантами. Уточняется пока, каким именно видом ракетного вооружения он был нанесен. Не исключается, что был использован, в частности, такой вид вооружения, как уже знакомые всем крылатые ракеты «Калибр». Но рассматриваются, в принципе, другие варианты, поскольку это могла быть и авиационного базирования какая-либо ракета. Это уточняется. А откуда стреляли, пан Александр? Есть информация с Крыма, либо с Приднестровья? Нет, с Приднестровья не стреляли, с Приднестровья по этому мосту не могли нанести удар. Велся огонь со стороны Черного моря непосредственно. Это Черноморского плацдарма. Опять-таки идет речь о том, что это могли быть ракеты того либо иного вида базирования, либо корабельного, либо авиационного. От этого уже будет зависеть непосредственно место пуска. К тому же я хочу напомнить, что в последнее время российские оккупанты, сейчас находящиеся на полуострове Крым, временно оккупированном, все чаще применяют по территории Одессы и Одесской области старые советские ракеты П-800, которые представляют собой противокорабельные ракеты, что является следствием появившегося у них дефицита крылатых ракет «Калибр». В целом, относительно тех повреждений, что были нанесены мосту в Затоке, хочу отметить, что это действительно очень важный инфраструктурный объект. Он является связующим между регионами в Одессе и фактически основным мостом, связующим в Одесской области. Но повреждения не настолько критичны, не настолько катастрофичные, как, скорее всего, на то надеялись непосредственно сами организаторы этой атаки. Ну и, конечно, еще очень важный момент заключается он в том, что нанесение подобного рода удара, одиночного, можно так сказать, точечного, оно не совсем ввязывается в общую концепцию дальнейших действий оккупантов. Если они хотели решить инфраструктурного объекта Одесскую область, ну, можно это рассматривать, но для этого необходимо было наносить массированный удар. А также подобного рода удары, они должны сопровождаться некими десантными операциями, в принципе, так, если рассматривать. Но очевидно, что на сегодняшний день Российская Федерация не способна реализовать подобного рода десантную операцию в Одесской области. И с каждым днем у нее возможностей для этого все меньше. Кстати, интересно, вот почему? Потому что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину даже западная разведка давала 96 часов на блицкриг, на захват Украины. Там на Киев 2-3 дня они думали, что Киев захватит Киевщину, что не произошло, с треском убежали, передислоцировались на восток, говорили, что вот Одессу захватят за пару дней, высадят десант и так далее. Чего не произошло, не произойдет. Я на это надеюсь, в это верю. Верю в ЗСУ. Вот почему? Как вы думаете? Ну, в действительности... Нет, в действительности это недооценка возможностей вооруженных сил Украины как аналитиками, которые находятся непосредственно в Министерстве обороны Российской Федерации, так и нашими, к сожалению, западными партнерами. Аналитики тоже сплоховали в этом вопросе. И переоценка возможностей непосредственно вооруженных сил Российской Федерации. Действительно, высадка десанта, российского десанта в Одессе и Одесской области максимально, оптимально благоволяет
подходящие тому обстоятельства были 24 февраля, 25 февраля, 26 февраля. В первую очередь это было обусловлено, опять-таки, фактором неожиданности и фактором массированного нанесения ракетных бомбовых ударов по территории Украины. Но, как мы видим, этот десант они не смогли реализовать этот сценарий с десантом, хотя тут очень важный тоже такой момент. Российская Федерация является одной из тех стран, у которых одна из самых больших десантных составляющих в мире. Как десантных составляющих посредством высадки десанта воздушным путем, так и посредством высадки десанта морским путем. Фактически своей десантурой, назовем ее так, Российская Федерация вообще кичилась на протяжении всего времени существования данного рода войск. Но, по сути, в Украине было реализовано более 30 десантных операций на протяжении всего этого полномасштабного вторжения. И лишь одна десантная операция российских оккупантов завершилась более-менее успехом. Все остальные провалились. А если говорить о морских операциях, то они завершились фактически ничем, поскольку они даже и не начались. Даже более того, в Бердянске российские оккупанты потеряли 3 больших десантных корабля. Фактически один полностью был уничтожен, это БДК «Саратов», а 2 получили серьезные повреждения и сейчас не могут выполнять свои функции. То есть фактически минус 3 БДК, и на 50% их десантные возможности уменьшились уже фактически на сегодняшний день. Пане Олександре, вопрос, который задают наши зрители, почему Украина не контратакует российскую критическую инфраструктуру, которая бьет ракетами по Украине. Как вы думаете, почему, и есть ли у нас такая возможность, есть ли у нас такие силы? Следует задать вопрос: критическую инфраструктуру на территории Российской Федерации? Да, конечно. Откуда летят ракеты на Украину? Да и в Беларуси. Опять-таки, с Беларусью очень сложная ситуация. Дело в том, что морально я фактически отношусь к тем людям, которые целиком и полностью поддерживают идею нанесения точечных ударов по военной инфраструктуре противника на его территории. Однако, тем не менее, я понимаю, оставаясь все-таки убежденным именно в такой тактике ведения войны, я понимаю и ряд политических, геополитических последствий. Во-первых, Украина на протяжении последних 2 месяцев демонстрировала определенного рода лояльность, прежде всего, к государственным границам стран-соседок. Какими бы они ни были, даже вот учитывая, что это страна-оккупант Российской Федерации, но это все-таки достаточно толерантное отношение именно к государственным границам, соблюдение вот этих вот международных норм и правил. Как бы оно ни звучало, да, действительно, но так оно есть. Аналогично и к Беларуси. Беларусь предоставила свою территорию как площадку для вторжения на территорию Украины, для обстрелов территории Украины, но при этом армия Беларуси не принимала участие во вторжении на территорию Украины. То есть тут тоже, опять-таки, неоднозначная ситуация. У Украины, безусловно, на сегодняшний день есть все возможности для того, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации, непосредственно по ее военной инфраструктуре. А будет ли это сделано? Ну, давайте так посмотрим. Прошло 2 месяца полномасштабного вторжения. Много что изменилось за это время вообще в мире. Отношения не только к Российской Федерации как стране-оккупанту, но и в принципе к Украине как к стране, которая может держать удар достаточно качественно, профессионально и оказывать сопротивление оккупационным подразделениям. И сейчас мы слышим уже довольно-таки интересные заявления от наших международных партнеров, а именно то, что Украина имеет полное моральное право, например, уничтожать российскую военную инфраструктуру на ее территории. Например, эти слова звучат из стана Великобритании. Как оно будет дальше, ну, посмотрим. Но, опять-таки, средства поражения у нас есть. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагол, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Коваленко з Одеси, військово-політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. А я рада представить гостя нашей студии. Сегодня у нас очень интересный и важный гость. Это
Анзор Масхадов. Селям алейкум. Хош келдіңіз. Анзор Масхадов – это директор информационно-аналитического центра да, при президенте Республики Ичкерия 1995-2005 годы, а также это сын законно избранного президента свободной Ичкерии Аслана Масхадова, убитого спецподразделениями ФСБ России в 2005 году. Хош келдіңіз. Еще раз, селям алейкум. Спасибо, что приехали к нам в студию, не отказали. Я так понимаю, что после убийства вашего отца и оккупации Ичкерии вы переехали на территорию Европейского Союза. Сегодня вы в Украине. Почему? Во-первых, я выехал из республики еще не в 2005 году, когда был убит отец. Находился на чужбине еще чуть ранее. Но цель моей поездки в Украину, ну, как вы знаете, как вы понимаете, я здесь не как турист. Когда все это началось в этом году, я это воспринял как свою боль, как боль своего народа. Потому что то, что происходит здесь, и враг, который сюда вторгся, то есть все это идентично, и можно привести много параллелей насчет этого. Ну, я понял сразу, что я должен поехать в Украину, встать рядом с чеченцами, которые воюют против российской агрессии, а также сделать все, что в моих руках для общей пользы. Для украинцев, для чеченцев, которые здесь воюют против российских оккупантов. Я так понимаю, что вы уже были в освобожденных от российских оккупантов регионов Украины, в частности на Киевщине, и вы сейчас сказали, что ситуация практически идентична с тем, что российские орки творили в Чечне. Насколько идентично? Вот какие примеры и аналогии вы бы привели? Да, я только что приехал с этих населенных пунктов. Буча, Ирпень, Гостомель. Знаете, вот эмоционально вот тяжело смотреть на все это и просто возвращаться в эти дни, в эти события, как вот эти фашисты захватили вот эти населенные пункты и творили это варварство. Я скажу так, что да, у нас было еще похуже. Почему? Потому что они оккупировали нашу землю, и когда у российского оккупанта появляется вот эта возможность, он вошел в какой-то населенный пункт, он захватил его и чувствует себя даже чуть-чуть, если он почувствует себя победителем, вот тогда он показывает свое истинное лицо. Вот это бесчеловечные акты, такие жестокости, он проявляет себя, как это происходило у нас. Ну, то же самое, как в Буче, как в других населенных пунктах. Я так понимаю, что лицо отображено здесь, на этих картинах, которые вы принесли. Расскажите, пожалуйста. Вот, к примеру, вот эта картина. Вот эти фашисты подорвали абсолютно мирный митинг, который требовали остановку боевых действий. Мирные жители, убитые. Это у нас чеченец. Его нашли, его закопали живьем российские бандиты, террористы. Вот чеченец был закопан живьем. Это уже на оккупированных частях? Да, на оккупированных частях. Как они наносили вот эти ракетно-бомбовые удары, стирали все. На Мариуполь. Точь-точь. То же самое, да. И в наших населенных пунктах они проводили так называемые зачистки. Забирали молодежь. Вот, к примеру, вот эта картина. Вот фашист, вот 12-13-летний мальчик, чеченец. А забирали куда? Вывозили? Они забирали в концлагеря. Их там пытали, убивали. И люди просто даже пропадали.
или же продавались обратно родственникам за какую-то сумму. Там, Да, кстати, об этом недавно советник офиса президента Михаил Подоляк также сообщал на своем твиттере. Он говорил о том, что российские оккупанты требуют выкуп в размере 5000 евро за украинского военного. У Да. нас даже цены такие были. За раненого, за убитого, даже тела продавали. Вот, скажем, авиационный удар, Веденский район, 99-й год, когда Путин шел к власти, уже начинал, он тогда был премьер-министром. Дети, я быстренько пройду, этого человека, чеченца, забрали, это он из села Дубаюрт, пытали паяльной лампой, отрезали уши, нос, убили, потом его тело нашли. И еще варварство примерно такое. Была целая система, где захватывали мирных жителей. Вот молодой человек. Я вижу, препарировали. Да, вырезали органы. Вырезали органы. И продавали. И продавали. Вот мужественные, в кавычках, фашисты русские. И вот живой щит. То же самое мы видели в Буче. Да, то же самое. Вот русский Вася, Иван, герой России с 2 гусями, мародер. Видите, и еще вот тут очень такие важные, интересные фотографии. Город Грозный стерли с лица земли. К нам приезжал японский журналист, он даже хотел привести такую параллель с Хиросимой и Нагасаки. И он говорил, японец говорил, что Грозный более разрушен, чем тогда Хиросима и Нагасаки. Но эта картина очень похожа на Мариуполь, на те фотографии, которые мы сегодня, к сожалению, получаем из Мариуполя. Это тактика полностью стирать с лица земли город и таким образом его захватить? Вот как вы это понимаете? Я это понимаю как. Они сначала вторглись, вошли в город. Когда уже начала гореть их техника, когда они несли огромные потери, к примеру, первые их самые большие потери были на Новый год, 31 декабря. Где-то более 200 танков было разбито за одну ночь. Эти войска отошли и начали поквартально брать город Грозный и поквартально уничтожать его. Уничтожать так, чтобы у чеченцев, то есть у нас не было места, где можно было бы спрятаться, например. То есть стирался город с лица земли. Вот такой фашизм проходил. Ну, вот, ракета .У, которую мы сегодня бьют по городам украинским. Да. Русские называют украинцев нацистами. Да, денацификация проходит да, в Украине. Вот, нацисты, русские нацисты. Кто кого это еще будет называть такими именами? Вот сегодня мы видим, как российская пропаганда вот повторяет эту мантру относительно того, что якобы в Украине там есть какие-то нацисты, они спасают Украину. А вот какая пропаганда была в ваше время? Как это все преподносилось? Нас объявили террористами. Как крымских татар в Крыму? Да, то же самое. Также объявили без каких-либо причин. Да, они там что-то навязали, там придумали и сказали, что вот чеченцы террористы. И даже открыто на своем телевидении заявляли, что всех чеченцев надо убивать от 10 до 65 лет. То есть вот такое предъявление было, что мы якобы террористы. Ну, там еще момент, что якобы мы притесняли русское население местное. До того, как российские вошли в нашу республику, оккупировали республику, не было такого отношения, вот, ненависти к русским. У нас все было хорошо. Мы их в своих подвалах прятали. Мы вместе прятались в подвалах от российских бомб. И они прекрасно знают, сколько тысяч мирных жителей из числа русского населения они убили. Артиллерийскими обстрелами, авиационными бомбами. То есть убивали всех подряд.
То же самое сейчас происходит в Харькове, который считался всегда русскоговорящим городом, в Одессе, который также считался русскоговорящим городом. И примерно то же самое сейчас происходит в Украине. То есть действительно тактика вообще не изменилась. Да. Ну вот, еще Детки. 5 детей. Село Ригахой, это в горах Ичкерии. Прилетел самолет, сбросил бомбу. Отец пришел домой, вся семья убита. И кто кого будет называть террористом. Вот, к примеру, тоже семья, целая семья, мать, дети. Заехали БТРом во двор, вывели семью, расстреляли. Там грудного ребенка в своей колыбельке расстреляли эти фашисты. Ансурбек, я вот что вас хотела спросить. О пути вашего отца и о том, что вы делали, находясь рядом с ним. Где вы находились? Какую роль тогда вы занимали? Потому что ваш отец был советским генералом-полковником, да, если я не ошибаюсь. Потом стал одним из президентов свободной Ичкерии. Как он вас воспитывал? Что вы делали, находясь рядом с ним? Отец у меня был очень строгим. Да, последнее его звание было полковник советской армии, артиллерист. И когда мы приехали уже домой, отец уехал по одной причине. Покинул вот эту армию, советскую армию, по причине того, что эта армия начала убивать якобы свой народ, литовцев, азербайджанцев. Еще там события в Грузии, Ингушетии, Осетия. То есть все кипело. Российские войска, ОМОН начали убивать якобы свое население. И он покинул эту армию с такими словами, что я не хочу служить в армии, которая убивает мирный народ. Мирный народ. Он вернулся, и во время Первой российско-чеченской войны я находился с ним, рядом с ним, прошел Первую войну, это 2 года. И во время Второй войны я являлся его специальным представителем по особо важным поручениям, а также был директором, как вы сказали, информационно-аналитического центра при президенте. Вот, и я занимался вот этими вопросами, работал с информацией, с военными преступлениями Путина, то есть оповещал, писал, распространял, а также там много встреч, конференций, то есть этим занимался. А где вы были во время убийства вашего отца? Я был в Азербайджане, в Баку, 2005 год, знаете... А как это произошло? Как вы помните этот день? Из новостей, я узнал это из новостей, российских новостей. Там объявили, что спецназ, спецподразделения провели специальную операцию по уничтожению лидера сепаратистов, как они сказали, но президента Чеченской республики Ичкерия, как на самом деле. Они его убили, штурмовали дом, вот так. И во время штурма вот, он погиб. И еще дело в том, что его убили в тот момент, когда наш президент, чеченский президент, объявил и предложил Кремлю мир. Наш президент остановил войну в одностороннем порядке и предъявил этот мир. То есть был сделан шаг, что вот мы, чеченцы, даже мы, вот, которые сопротивляемся российской агрессии, мы готовы на мир. Конечно, Путину это не нужно было. Ему нужно было, чтобы мир знал нас как террористов. Нет, мы воевали за мир на своей земле. У крымских татар есть такая пословица, наверное, вы слышали: если у тебя есть русский друг, пусть под твоей подушкой будет топор. У чеченцев есть что-то аналогичное относительно того, что нельзя доверять русским и каким-либо договоренностям, составленным с ними? Есть. Сейчас переведу. У русского мысль меняется 9 раз ко дню. То есть
сейчас ты договоришься с кем-то из них, а потом ты можешь что-то ожидать через час или через 5 часов. То есть скоро надо ждать чего-то, подлости. Я почему задала этот вопрос? Потому что действительно ваш отец предложил мирный договор заключить с Российской Федерацией. И сегодня война в Украине, и также предлагают договориться. Мирный договор предлагается как с украинской стороны, так и с российской стороны. Там ряд предложений. Как вы думаете, как правильно было бы поступить сейчас в Украине? Нужно идти до конца или же возвращаться к статусу КВО 24 февраля 2022 года, как предлагается? Да, сложный вопрос в том, что, я скажу, нельзя доверять. Нужно понимать, кто твой враг, и учитывать ошибки. Даже не только ошибки, если у Украины есть свои ошибки, да, их надо учитывать. Но надо еще учитывать наши ошибки. Ошибки там, с чеченской стороны, например. Вот, ошибки других. Все это надо учитывать и знать, что Кремль всегда совершал подлость по отношению к другим народам и всегда не сдерживал своего слова, сказанное или подписанное на документе. Верить нельзя. Я считаю, что сегодня не только Украина, но мы, чеченцы, все окружающие народы должны бороться за мир, за гарантии безопасности нашей общей. И Кавказ, и Балтийские страны, и Казахстан, и Польша, к примеру. Это те, кому сегодня угрожает Путин. Открыто угрожает. Открыто угрожает человечеству с Третьей мировой войной. Да, Третья мировая война уже началась. Уже началась. Просто люди не воспринимают это, не могут понять. Но я имею в виду, что надо бороться с этим злом до конца идти. До конца. Ну, а если говорить о сопротивлении чеченского народа, вот сейчас кто представляет правительство свободной Ичкерии? Мы в многих средствах массовой информации видим Ахмада Закаева. Слышим, читаем его интервью. А кто есть еще, кто сегодня представляет свободную Ичкерию? Я скажу так, в общем, что у нас нет сегодня лидера, потому что мы не можем провести свои свободные выборы. Дело в том, что все наши лидеры убиты русскими оккупантами во время войны. И мы в таком кризисе, в состоянии, что мы должны провести свои выборы, а выборы провести мы не можем. Ну а есть люди, которых можно выделить? Вот есть, кто эти, кого бы вы отметили? Люди, есть те люди, которые остались в живых, потому что многих и убили. Это депутаты парламента, это министры, которые остались. Вот я сторонник того, чтобы договариваться с ними, те, кто остался. Ну, вы говорите, что нет возможности проводить сегодня выборы. Да, нету. И нет возможности, я так понимаю, создать правительство в экзиле? Ну, там у нас есть определенные моменты. Мы скоро уже собираемся провести... Я сейчас просто не хотела говорить об этих планах, но скоро мы собираемся обсудить все эти вопросы на этой встрече. Там нужно... Есть такие вопросы, которые нужно решить между собой. Я просто, насколько я понимаю, к сожалению, вот среди тех людей, о которых вы говорите, которые остались живых, продолжают сопротивляться, есть определенные недопонимания между друг с другом. Или же не так? Ну, конечно, неприятно это говорить об этом и признавать это, но, знаете, российские спецслужбы хорошо поработали с нами. Внутри? Внутри, да. Сделали все, чтобы разделить нас. Но я, конечно, противник всего этого и всех так всегда призываю к единству, потому что в первую очередь нам это говорит Аллах. Если вы хотите победы,
то Аллах дает победу тем, у кого есть терпение и у кого есть единство. Вот. Только тогда может быть победа. А вот этого достаточного единства у нас нету. Но хотя есть, как я сказал, те люди, которые продолжают бороться. Я со всеми знаком с ними. И как раз я говорил, когда я говорил про планы, то я хочу встретиться со всеми. Я почему задаю этот вопрос? Потому что даже великий Джохар Дудаев, он, в принципе, предсказал оккупацию Крыма. Да. Мы увидели, как Россия оккупировала Крым, Приднестровье, совершила интервенцию в Грузию, Абхазию, Южную Осетию оккупировала, да, сейчас напала полностью, полномасштабно на Украину, о чем, собственно, также говорил великий Джохар Дудаев. Он говорил о том, что взойдет украинское солнце, да, и действительно в этом контексте вы правы, нужно, наверное, объединение, и, возможно, не кажется ли вам, что нужно просто оставить в сторону на какое-то время обиды, и вот сейчас всем объединяться? Надо, и всегда говорю, всегда даже в своих обращениях, во время встреч, что надо делать то, что говорит Аллах. Угу. Надо вернуться в историю, пройтись по этой истории, посмотреть наши ошибки и стараться больше их не совершать. Так мы будем в таком состоянии, непонятном состоянии, и победы не будет. Победа будет только после единства. Я уверен в этом. И Аллах даст эту победу, когда оно будет, это единство. Перед началом широкомасштабного вторжения России в Украину Путин и его вурдалаки на Совете Безопасности России, наверняка вы видели это заседание, они приняли решение о признании так называемых ДНР и ЛНР. Они признали также, если не ошибаюсь, Абхазию, да, и наплевали абсолютно на все международные договоренности, которые вообще могли были быть. Вот вам бы хотелось, чтобы Украина также признала свободную Ичкерию? Конечно, мы этого и добиваемся, чтобы мир нас признал, как мы свободные люди. И это признание мирового сообщества Украиной, другими странами, это будут наши гарантии безопасности. Это то, что говорили наши лидеры всегда, которые мы требовали от других стран. Мы много раз обращались, наша страна обращалась ко всем, что мы требуем гарантии безопасности для нашего народа, чтобы никто не имел права совершать агрессию, начинать войны, как это происходит у нас, или там насильственные депортации совершать. Вот чего мы хотим. Конечно, я хочу этого, и это и спасет наш народ. Просто мне кажется, что если бы Украина признала независимость свободной Ичкерии, это бы очень рассердило Российскую Федерацию и добавило бы субъектности, как мне кажется, субъектности Украине, ну и статуса нашей стране. А кто признал вообще? Есть такие страны? Да, есть. Было признание со стороны Грузии. Затем, вообще-то, признала и Россия. В 96-м году или в 97-м году, когда у нас были встречи, у нас есть документы, и во всех этих документах мы писали, и эти документы подписывались российской стороной, как с делегацией там, Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Даже мирный договор между нашим государством и государством Россия тоже был подписан как Чеченская Республика Ичкерия. Даже Борис Ельцин, выступая, произнес такую речь в 1997 году во время подписания мирного договора с моим отцом, с нашим президентом. Он сказал так, что вот мы когда-то не понимали друг друга и вели войны. В течение 400 лет шла война. И якобы, мол, надо остановить раз и навсегда, поставить точку.
И вот мы подписали этот документ, заявил Ельцин в то время. А где исламский мир? Где мусульманские страны? Почему они не признают независимость Ичкерии? И более того, ездят к Рамзану Кадырову, общаются. Рамзан Кадыров ездит на Ближний Восток и так далее. Воспринимаете ли вы это как предательство? Как вы это понимаете? Я воспринимаю это как предательство, как лицемерие. Я не знаю, когда вот все это происходило на нашей земле, эти люди, наши братья, молчали, заигрывали с Россией ради своих интересов, боялись потерять отношения с Россией, даже после всего того, что происходило у нас. Вот. Это заигрывание ради своих интересов. Конечно, я как часть этого народа, чеченского народа, я это не понимаю, никак понять не могу. То есть это что, это коммерческий интерес или просто... Коммерческий интерес, да. Там больше других интересов нету. И боязнь этой России. Вы были знакомы с Рамзаном Кадыровым? Да, лично знаком, знал его отца. А что вы можете сказать о нем? Просто они о вас говорят как о... в кавычках. Ну, говорит. Да, я просто не хочу даже произносить это слово, но вы знаете, как они называют свободных чеченцев. Ну, я вообще-то пытаюсь мало говорить об этой личности. И я не противник, чтобы кого-то как-то даже врага своего оскорблять, но это предатель чеченского народа, который в действительности ничего из себя не представляет. Мы, конечно, те чеченцы, которые уважают свою религию, свой народ и свою историю, своих героев, никак не сможем понять вот тех, которые стоят сегодня за Путиным. Как можно после всего этого, после того, как русские убили 300 тысяч наших мирных жителей, идти им на службу, работать на них, брать эти подачки и, более того, делать такие громкие заявления. Ну, люди говорят, что якобы он участник войны, что он воевал. Нет, неправда. Это неправда. Не воевал он. Ни во время Первой войны, ни во время Второй войны. Он был таким же, я скажу как есть, когда люди, чеченцы, воевали, он на свадьбах танцевал. Вот его профессия как бы. Ну, то же самое, например, он делает, недавно сделал видео, говорит, вот я в Мариуполе, я нахожусь в Украине. То в Буче был еще. Да, а сзади заправка. Заправка Роснефти. Российская заправка. И видео сделано в Ростовской области. В Буче, там, Гостомель и так далее, там заявления были, я Киев возьму, сколько раз он его берет. Ну, просто как клоун. Такое отношение. А какова роль кадыровцев, военных в Украине? Я просто не хочу их называть чеченцами, мы их называем кадыровцами. Спасибо. Да. Вот какова их роль? Как вы видите, вот недавно муфтий Чечни назвал вторжение в Украину войной за пророка и за ислам, джихадом. Да, вы видели это заявление. Как вы это воспринимаете? Как вы оцениваете их роль здесь, в Украине? Ну, роль... я их не жалею нисколько. И, конечно же, чеченцами не считаю и не буду считать. Это российские военные. Это российские оккупанты, я даже скажу русские оккупанты. Они называют их братьями, вот, русских. Их роль сегодня, насколько я знаю, они в основном находятся в тылу, делают вот эти ролики, якобы они стреляют. Тикток-армия. Тикток-армия, да, вот именно. Уже люди, весь мир смеется над этой армией. Я всегда говорил, да не бойтесь вы этих кадыровцев. Они не так страшны, как пугают ими? Не так страшны. Почему? Потому что, знаете, мужчина, герой, мужчина никогда
не позволить себе унижать свой народ или пугать женщин, детей, стариков, бить их. Это то, что они делали у нас. К примеру, я приведу такой пример. Мою тетю забрали. Ей тогда было за 70 лет. Вот представляете, такая картина. Эти русские пехотинцы Путина избивали ее прикладами, избивали и требовали, чтобы она стала на колени. А тетя у меня была такая боевая, она не встала на колени. Они ее избили, та потеряла сознание. А эти усмехались и говорили, мы даже женщину не можем поставить на колени. Вот это и есть армия Кадырова. А правда ли, что кадыровцы были под Гостомелем, в Буче, в Ирпене, Мариуполем, и самые большие зверства совершали именно они? Хороший вопрос. Вы, наверное, тоже видели списки тех, кто был в Буче. Да. Да. Там среди более 1000, сейчас я не могу вспомнить цифру, более 1000 их было в общем количество. Из них только 2 чеченцев. 2. Я просто была в Буче, Да. общалась с местными жителями. И вот там, и причем с разных улиц, и там многие мне в унисон говорили, что вот многие, кто совершал зверство, называли себя чеченцами. То есть может ли быть такое, что российские военные представлялись кадыровцами? Это даже может быть и такое, что, да, я согласен вот с тем, что вы сказали. Может быть и другое, что вот мирный житель, украинец, он может воспринять его как чеченца. Ну, у нас потому что есть светлые чеченцы, рыжие чеченцы, к примеру, и все темные. Вот. Если у него есть борода, вот подумать, ну вот, наверное, чеченец. Вот. Может быть и такой момент. Но сам факт, что было только 2. Те, которые находились там в Буче, по моей информации. Сегодня средства массовой информации Украины распространили информацию, что в Чечне на войну с Украиной отправляют заключенных, в том числе родственников оппозиционеров, то есть пугают расправы над их семьями. Это так? По вашим данным, по вашей информации? Да, это так. Я тоже слышал это, что насильственно, вот так под давлением отправляют этих, как вы сказали, их на войну против Украины. И если вот человек откажется от этого, то угрожает тем, что будет расправа с родственниками, с матерью, с сестрой или там вообще с родственниками. То есть можно сказать, что Кадыров таким образом избавляется от нелояльных его режиму чеченцев? Да. Или там, да, вот именно нелояльных, потенциальных своих врагов. Вот. Их тоже отправляет. И, ну, я даже видел видеоролики в интернете. Мы же друг друга как бы знаем, узнаем. Вот. Есть такой факт. Скажите, а достаточно ли сегодня сил в Чечне, оппозиции, для того, чтобы на фоне происходящих событий в Украине провести какую-то революцию, поднять свободную Ичкерию? Я не сторонник того, чтобы кого-то призывать на войну или к революции. Но я считаю, что любой народ – это сила. Сила. Если встанет народ. Народ может изменить все, что угодно на своей родной земле. Ну а почему тогда, на ваш взгляд, народ терпит режим Рамзана Кадырова, гордый чеченский народ? Почему не поднимается? Почему молчит? Как вы это понимаете? Как вы это себе объясняете? Трудно даже самому себе это объяснить, но вот факт я могу привести такой, что они использовали все методы.
убийства, пытки, забирали, и люди просто пропадали. А сейчас они забирают сестер, женщин, матерей, детей забирают. И у них столько методов, методов очень много. Как сказать, мы же такие, что мы борцы за свою честь, за честь своей семьи, там, родственников. Использовать эти моменты, давить на честь. То есть могут, мне сейчас трудно это говорить, выговаривать, совершать такие пытки над сестрой, например, да, вы знаете, о чем я сейчас говорю, матерью. Эти сложные моменты. Насиловать. Насиловать, да. Они это делают. И правильно ли я понимаю, что в таком случае чеченский народ сегодня выбрал такую выжидательную тактику? Или нет? Могу и согласиться, могу и не согласиться. Раскройте, пожалуйста. Да, я не могу понять на самом-то деле. Я считаю, что мы должны все встать. Должны раз и навсегда просто хребет сломать этому бандиту. Потому что наши отцы, наши прадеды не позволяли такого. А сегодня, с другой стороны, я никак не могу обвинять простых людей, потому что мы пережили этот ужас. То есть я и призывать не могу никого к этому. Но у великого Джохара Дудаева есть такая очень пронзительная, я бы сказала, фраза. Он сказал, что если сегодня осторожность отцов, если сегодня трусость отцов называют осторожностью, то завтра рабство детей будут называть преданностью. Видите, да, все равно я возвращаюсь к этому тоже. Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства. Сегодня Россия напала на Украину, уже 62-й день сопротивления Украины российскому фашизму. На ваш взгляд, вообще для вас это было неожиданностью, нападение России на Украину или нет? Я предполагал, что Россия не остановится, Россия пойдет, будет воевать и будет до конца воевать. И сейчас это временное затишье в каких-то регионах, я считаю, что это затишье нельзя верить России, тем более этому бывшему подполковнику спецслужб России Путину. Они пойдут на все. И когда они уже начали выдвигать технику, войска границы с Украиной, многие говорили, что это просто показуха, давление оказать какое-то, что неправда, что они не войдут в Украину. Я уже понял, что это уже война идет к этому. Сегодня нас смотрит Крым, крымские татары. Вы знаете, что Крым сегодня находится под оккупацией уже на протяжении последних 8 лет. И, естественно, это широкомасштабное вторжение России в Украину, оно породило очень много надежд для многих народов, не только для крымских татар, которые ждут освобождения Крыма, но и для, в том числе, чеченцев, Ичкерии и многих других тюркских, в том числе, народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Перспектива. Что нас ждет по завершению этой войны? Как вы видите эту конструкцию? В своей голове она у вас уже как-то сформирована? Мы должны, как мы вначале говорили, идти вместе к этой свободе, добиваться этих гарантий безопасности для наших народов. И наши народы – это братья, мы братья. И в сегодняшней борьбе нам надо быть вместе. Если мы совершим какую-то ошибку или же дадим какую-то слабинку, это будет нашей фатальной ошибкой. И
надо встречаться, надо вместе идти к этой нашей цели. Освободиться от этого террора, от этой оккупации. Но чтобы добиться этого, нужно, чтобы был крах этого режима путинского. Вот, ну, я, конечно, желаю всем мира, всем нашим братьям, сестрам. Вот еще по поводу крымских татар хотела вас спросить, вот буквально минутка до завершения нашего эфира. Вы знаете, что многие крымско-татарские семьи в свое время приютили чеченских мальчиков, девочек, Да, было, девочек, да, было. детей, которые остались, к сожалению, без родителей. И даже лидер крымстарского народа Мустафа Джемилев также приютил 2 чеченских мальчиков. Как вы видите поддержку крымских татар? Я вот, когда общаюсь с крымскими татарами, ну, не только когда я сюда приехал в Украину, и до этого я общался с нашими братьями, то, конечно, понимание, взаимопонимание. И, как вы сказали, что вот приютили наших детей, чеченских детей, я лишь могу так сказать, что отблагодарить за эту поддержку, за оказанную помощь. Мы это не забыли и не забудем никогда, потому что в трудный момент мы должны друг друга поддерживать. Даже было такое время, Голодомор, да, много украинцев приехало на нашу землю. То же самое мы их приютили, приняли как своих. И они жили с нами вот, в те даже времена. Мы должны друг другу оказывать помощь. И как бы в заключение я хотел бы поздравить всех наших братьев и сестер с Рамаданом. Уже он приближается к концу. И, иншаллах, мы выстоим, мы победим. И, как я сказал, нужно идти к этой цели вместе. Иншаллах, мы пойдем. Иншаллах. Чох сау болыңыз, Назарбек, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. Анзор Масхадов был гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Эфир телеканала АТР сейчас продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир с председателем Меджлиса крымстарского народа Рифатом Чубаровым на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Курушкенджа.